Константин Борисович, Здравствуйте. во-первых, я вам хотела бы выразить благодарность, что вы нашли время и возможность дать нам ответы на несколько вопросов. Летом прошлого года мы с вами встречались. Да. И вы тогда нам подробно рассказали о технологии возделывания интенсивного сада, о сортах яблок, саженцев, что саженцы сербские, технология итальянская, что сад специфический, что технология сложная, и что нужен постоянный такой специальный уход квалифицированного агронома, специалиста. Правильно? Ну да, и Это не только агрономов, А, потому что мы столкнулись и с другими проблемами, которые связаны непосредственно с водой. Тоже потому что вода немножко, которая спускается с гор, она идет немножко с глиной. мгм. Это засоряет капельную систему. Вот если видите, вот она, видите, белый налет. Это вот вода здесь идет немножко с глиной. Поэтому ее постоянно... Загрязненная вода. Да, загрязняют трубку. Фильтры, которые стоят обычные песчаные, мы поставили в прошлом году, они слабо справляются. Поэтому в этом году мы уже и перекладывали, и, наверное, скорее всего, на следующий год будем тоже перекладывать систему орошения. Потому что мы не ожидали, и как бы тот, кто проектировали, это проектировали кабардинцы, у них в основном или скважины, и поэтому вода не идет... Чистая вода. Вода чище, и она идет без вот этих глиняных добавок, которые засоряют эту капельную систему. Это, конечно, немного производит небольшое дорожание. Те фильтры, которые применяются в Кабарде и в Краснодарском крае, они не совсем подходят сюда. Здесь надо применять чуть-чуть, наверное, другие фильтры, ставить их немного выше, чем мы ставили здесь, потому что слишком большой поток не как воды. Мы не учли то, что после дождя идет селезень, точнее с глиной. Мы вот этого не учли. Как бы и не учли те, кто нам проектировал. Потому что никто не знал, и ни кабардинцы не знали, что это. Воду, когда мы смотрели, когда проверяли, она была исключительно чистая. Оказалось, что не совсем. После каждого дождя есть проблемы. И получилось так, что нам приходится, мы в этом году уже переделывали капельную систему по краям, делали продувы. И, конечно, очень много отняло из средств, из сил в этом году, но это еще не окончательная переделка, придется еще и немножко переделывать это где-то, я думаю, скорее всего весной, осенью мы не будем. Головное, да, будем ближе ставить это самое, чтобы вверху чистилось и спускалось сюда. Это просто на будущее, кто будет заниматься капельным орошением, должен посмотреть, вот это вот есть глина, которая выходит именно, это самое, она забивает и портит вот эти дырочки, поэтому не под каждое дерево она, получается, капает. Но это чем плохо. Поэтому приходится вырезать, вставлять новый или пробивать и продувать под давлением это все. Сейчас мы уже, в прошлом году мы с этим не сталкивались, потому что она, система не так была забита, она не одновременно забивается, а где-то в течение 3-5 месяцев, не менее. Поэтому вот эту проблему мы как бы не готовы и не знали. Мы столкнулись с ней в этом году, она очень много у нас отняла сил. Просто хотелось бы предупредить на будущее предпринимателей, которые будут делать капельную систему, чтобы внимательно относились к воде, к чистоте и к ее анализам, чтобы там не попадалась вот эта глина, и когда проходит дождь, уходит селезень. К системе фильтрации. Да, очень внимательный, да. И не только, но система фильтрации, само собой, и смотреть, чтобы капала вода чистая шла, уже куда попадает. Мы с этим чуть-чуть это самое. Не подрасчитали. Операция вырезать заново. Да, операция, да, она не только трудоемкая, она еще и финансово долгая, сложная. Что делать? Мы не знали этих условий, конечно, столкнулись с этим впервые. Когда брали все на анализы, получалось все хорошо, но не знали, что надо брать после дождя. Ացը ինտենսիվ ունդրդուն արստացը դուվամին ըխսերտեսամազը ֆեզեչ աց ազրայստու фецактылек. Варасе Эрцеаг инвестор Константин Ластович наисан курна разртая хазаратун архайды проблематыл.
Трудности есть, трудности были, трудности не заканчиваются. Но что мы увидели здесь и что нам понравилось? Во-первых, очень отдохнувшая земля здесь, везде. Анализы показывают, что работать можно. Это позволяет год-два немножко экономить там на химии. Следующее, что мы не ожидали, что будет крупный урожай крупными размерами идти. Мало обрывали, надо было обрывать. Но не хотелось обрывать, жалко как бы было, но не было чуткого руководства, которое бы заставило обрывать, ну хотя и получилось. Потому что если внимательно обратите, крупные размеры маленькое дерево не очень держит. Но единственное, что мы, конечно, уже делаем, перерабатываем это и начинаем делать уже заготовку на кальвадос. Мы не выбрасываем это свиньям, свиное хозяйство не заводим Раз пока. вы заговорили о кальвадосе, я бы хотела вас попросить, более подробно скажите об этом напитке, раз вы уже затрагиваете этот вопрос. Ну, почему кальвадос? Кальвадос это тот же коньяк. Только производится он не с винограда, а производится он с яблок. Яблоко очень сладкое. Вот здесь большое количество сахара. Это столовое яблоко, это не соковое яблоко. Это яблоко, даже если оно начинает бродить, оно само производит очень сильную брашку, даже без добавления сахара. Просто большое количество сахара в этих яблоках. Поэтому... Этому способствует наш южный климат? Конечно, сахар, нет. Во-первых, да. Здесь, да, два момента надо учитывать. Во-первых, надо учитывать плохой момент, то, что здесь сильные ветра. Это очень плохой момент, потому что, видите, деревья постоянно приходится подвязывать, подвигать, держать, поэтому проходит большое количество падалки. Второе, то, что яблоко сочное, сахарное, из него можно делать все, ну, варенье, все, но это можно делать в маленьких фермерских хозяйствах. В больших хозяйствах, как мы видим, как это находится в Кабарде, там до сих пор эти хозяйства не открываются, не производится ни джем, ничего. Вся эта падалка, которая производится там, она переводится в Краснодарский край. Это сложное производство, хотя у них посажено более 80 тысяч гектаров яблок. До сих пор нет производства. В Кабарде до сих пор нет производства. Это сложный процесс завоевания рынка. Так как у нас все компании, которые были созданы, имею в виду торговые, они все были созданы иностранцами, и основной закуп шел или оттуда, или Китай. Поэтому нам биться пока с Китаем очень тяжело. Дотаций таких, которые дают на промышленность, пока еще нет. Сейчас пока даются дотации на производство сельского хозяйства. Но на производство холодильников только сейчас начинаются выходить дотации. На дотации на производство, которые государство может спонсировать или как бы компенсировать, пока еще нет. Поэтому это долгий длительный процесс, вы сами понимаете. Это не так-то быстро. Это большие вложения, которые окупаются не за день, не за год, не за два, а за 5, за 6, за 10. Поэтому переработка на сегодняшний день только где-то в 2-3 областях ближайших. Это Краснодарский край, Ростовская область и все. Вот, ну, Ставропольский край. Вот 3 области, которые могут позволить себе что-то перерабатывать, что там осталось. Поэтому мы не говорим, что Кабарда не хочет этого делать. Короче, нам Южная Осетия пока не светит, да, местная переработка? Да. Ну, дело в том, что переработку я объясню, если фермерское хозяйство. Почему? Кабардинцы перерабатывают сами. В маленьких хозяйствах они перерабатывают все сами. Возьмите, у них же сейчас в Кабарде очень большое количество варенья. Домашнего, полудомашнего, будем так говорить. В Кабарде у них просто уж заработок сейчас производится при сборе только урожаем. Платится не деньгами, а урожаем. Поэтому люди на этом даже больше зарабатывают. Они производят варенье, продают и все. Если ехать по трассе, можно посмотреть. А варенье в каких условиях они производят? Ну, в домашних, конечно, да. Других условий пока еще нету. И там санэпиднадзор не мешает им, ни какие-то большие требования? Вот это я вам не могу сказать, потому что я не был. Но, по крайней мере, на рынках в Кабарде и соленье, и варенье продается в больших количествах. Ну подожди, каждое фермерское хозяйство имеет право производить и делать. Если Роспотребнадзор хочет, он может взять на анализ. Какая проблема? Я думаю, сертификат для продажи это только для магазинов, поэтому его можно поставлять. Я не в курсе всех вот этих тонкостей. Но если надо, я могу уточнить.
Так что вы рассчитываете на свой собственный кальвадос. Ну да, почему? Потому что мы не рассчитываем на объемы большие, мы не собираемся делать ни сидр, ни сок. Это большие объемы, большие вложения, емкости, хранилища и все остальное. Что позволяет делать кальвадос, это небольшие емкости. Например, вот в этом году мы произведем не больше 2-3 тонн напитка, перегоним. И все из того, что у нас вот существует эта падалка, которая падает на землю, мы ее поднимаем, перемалываем и потом делаем зимой брожение и закладываем в бочки. Все. Поэтому мы на большее пока не рассчитываем и не собираемся. А если бы мне нужно было бы это переработать на повидло, на сок, мне бы пришлось ставить холодильник, емкости, ставить специальные цеха переработки. Это большие вложения и деньги. А здесь получается бочки, аппарат и все, и холодильник. Но в будущем с восстановлением сада, уже с развитием вашего производства, конечно, вы будете об этом подумывать, да? Скорее всего, нет. Мы не будем подумывать, когда будем мы одни. Это мы будем подумывать, когда здесь развернется большое количество садов, когда люди будут понимать, это как, вот, например, в той же Италии, в той же Голландии, у них существуют свои кооперативы, где, например, в одном кооперативе присутствует больше 200 фермеров. Неважно, сколько у фермера земли, у одного фермера 5 гектаров, одного 10, одного 2, но у них существует общий кооператив, на основании чего они могут себе построить холодильник, там, закупить оборудование, сделать переработку и все. Пока до этого еще рано говорить. Общими, да, поэтому пока у меня нет такой возможности, мы будем заниматься чисто выращиванием, переработкой в маленьких количествах, то, что не дает больших объемов и затрат материальных давать. И все. ارتساوك إنفستر لاستوفيتشو قدجن بخصت فند زنزينة مفدبة تندر يخيق بريسي أرخي ما أخص آلتسودر فلا أنسون فخاتنو ين خاصي زنزينة كيف زار ريسبوبليكي كيناي امبالونو غفردل تكنيكون كودادون سيرفيس يقدم أجسك تزافغار كلام بديناد فزارن كان بناتون أماليو قاد رايتن كانن بيروقراطن سيستيما در نرفت ساقت اللقي ميومة فتساق بلان مراخص درختا رياليزاتسي كانن بروبليما در قوي بروكرون أمارخايت فلا ريسبوبليكي ناي آخم أنامن قوك سلوجبه أماليو كانك فتساق دوازه خزردون أرخايدي بامبرستا خوش ساری رستون درخ کستن که ایز خوش سایرک فرنایت زاکرد زونو ورده سوی جنزخ. Трудности заключаются в основном здесь, то, что удаленность от покупки всего, что необходимо для сада, это очень далеко. Во-вторых, доставка, это тоже не учитывается здесь ничего. Мы не учитывали это, нам и банк не разрешал учитывать эти факторы, потому что доставка в этот регион, раньше, как вы знаете, в Схенвале существовала фирма по закупке, по госзакупке, ее сократили. Но издержки на доставку данной продукции, они никуда не ушли, они, естественно, ложатся на плечи потребителей. Вот и все. В частности, на меня. Потому что мне привезти что-то купить, это надо ехать, самое ближайшее, это Владикавказ или Нальчик. Расстояние практически одинаковое. Не Нальчик, ближе к Нарткала. И в принципе, ближайшего что-то, чтобы можно было взять для сада, нигде ничего нету. Это, конечно, очень плохо. Фермерам тоже, которые будут что-то создавать, покупать. Вот я посмотрел, по какой цене торгуют химию, какую химию. Ни у кого нету никакой альтернативы. Что-то купить дешевле, что-то купить качественнее. Все отсутствует здесь. Каково ваше мнение? В этом вопросе государство не должно способствовать создавать вот такие... Это прерогатива Министерства сельского хозяйства. Оно должно создавать, оно должно взять на себя, как в Кабарде, как извините. Давайте так говорить откровенно. В любой Кавказской республике сейчас каждый президент выращивает яблоки. Это постановка везде. Яблоки и фрукты как бы везде. У нас возьмем то же самое Чечню, Ингушетию, Кабарда, Северная Осетия и, наконец, Южная Осетия тоже начала выращивать яблоки. Потому что это фруктовые хозяйства, овощные, все, нельзя. Кавказ славится и фруктами, и овощами, а мы их возим с Еревана. Хотя мы должны сами уже это все перевозить. Поэтому, тут я не могу сказать, что кто должен этим заниматься. Тут есть кому
решать и кто должен. Я только могу предлагать что-то, что да, здесь надо завести какой-то кредит, получать доверие у населения, покупать какую-то химию, как бы это, потому что, например, я тоже не могу некоторые препараты сюда везти, это только через Министерство сельского хозяйства. По идее, я должен их брать у них. Но мне приходится их закупать самому, и проблематично это тоже. Вы хотите сказать, что Министерство сельского хозяйства как бы обязано заняться этим вопросом всерьез, чтобы население обеспечивать нужным оборудованием, нужными химикатами? Насчет оборудования я не могу ничего сказать, потому что оборудование у них есть свое, они могут предоставлять населению. А вот насчет химикатов, те, которые, допустим, химикаты, которые содержащие селитру, это та же амофоска, селитра, они должны, это не может закупать ни я, не могу, ни фермер закупить. Это, да, потому что это взрывоопасное. Это самое, это должен закупать у нас государство. И мы должны у него покупать. Или должна быть аккредитованная компания, которая мы должны это все покупать. Но это тоже бы хотелось бы видеть здесь на территории. Или как-то решить вопрос, кому-то обязательно разрешить, допуски, разрешения и все, чтобы это мог кто-то закупать. Химикат, тот, который добавляется, он опрыскивает сверху, чтобы на него ничего не садилось. Но все равно все прилетает. Химикат, который в яблоко, мы не добавляем. Не добавляем. Мы добавляем только то, что опрыскивает, то, что появляют маленькие точки, то, что плодожорка может ужрать, то, что это самое паршавый, это самое сесть. Это все сверху. Это все мытьем все снимается. Вот и все. Нет, в прошлом году вы как-то говорили так, что для вас плодородие почвы большого значения не имеет, что все равно... Нет, я сказал не плодородие. Я сказал, что так как корни очень маленькие, им не нужно много чернозема, потому что оно все равно будет подпитываться. Понятно. Да, подпитку, все хозяйства дают подпитку, только разную. Мы столкнулись с тем, что мы в этом году давали небольшую подпитку. Можно дать большую подпитку, но к чему приводит большая подпитка? Яблоко станет больше. Сразу видно, как накормили почву. Понятно. Если яблоко вот такого размера, оно перекормлено, и там есть химия. А если яблоко стандартного, нормального размера, то, извините, сразу видно, что тут ничего сильно не кормили. Экологически более чистое. Да, это да, как бы да. За это мы тоже должны... Но вы видите, вот видите, у нас нету гигантов, которые могут быть. Это вот у нас появлялось там две точки, где неправильно чуть-чуть рассыпали. Там у нас были вот такие, они упали сразу, как бы яблоки, потому что они не выдержали. Это все зависит от того, как правильно разведена химия, как положено и все остальное. Константин Борисович, скажите, вот Юго-Осетсельхознадзор вам без особых затруднений сразу дал таможенные справки, которые... Мы работаем с ними в полном взаимодействии. Они нам подсказывают, как правильно оформить документы, как правильно произвести маркировку, как правильно произвести укладку. И остальное все, конечно, то, что они должны производить, они нам все подсказывают и говорят, что в рамках их. Все остальное, естественно, это таможенные мероприятия, где мы должны нанимаем брокеров, которые оформляют это на российской таможне, и все. Потому что, другого возможности пока нету здесь брокерской системы, она вся во Владикавказе. На сегодняшний день то, что мы будем вывозить, мы будем платить таможенные пошлины такие же, как платят люди, вводящие на территорию Российской Федерации. Все. Мы только единственное, что будем освобождены от пошлин на продукцию. А также НДС, который будет туда входить, он будет оплачиваться нами напрямую и сразу на российской границе. Пока перезачетов и помощи, пока еще неизвестно, но ее пока нигде и нет. И это для вас создает, конечно, финансовую... Во-первых, финансовую и неконкурентоспособную пока. Потому что кабардинцы вначале продают, потом платят. Мы вначале платим, потом продаем. Правительство должно в этом плане, хотелось бы, чтобы оно работало в этом плане, а там уже мы не можем давать советы вашему правительству. НДС это сильно тоже мешает, правильно? Конечно, вы же сами понимаете, если мы продаем яблоко, мы продаем его сразу же, выплачивая НДС.
В России Федерацию нафагенак экономика и фарстаты фадел. Павел Ковальский нейсен курнер разрта Ластовича хазарадун архайда перспективата ма проблемата тахай. В России банчата кредитация хозадаттенс. Код арцавак инвестортан автобнаттун амалио генжитандер. Нербнаттун бюджетай ц эльгото кредита дихцаунс. Удон роджа кад фаравздер. Факомышчын вайт. Зах ама фустардет ц амалио генжита кусенс. Удон хазарадун змалд. Яқуд макаска на республика Агасайдер Каю код зарасту казнак зах. Чисел амалио гадан. Павел Григорьевич Ковальский, советник по экономике от Российской Федерации. Я не занимаю какой-либо официальной должности, приглашенный консультант по специальной программе в числе нескольких советников. И как раз помогаю югостинским коллегам в координации, с одной стороны, и предпринимателей с банковским сообществом, помощь и Министерству экономического развития. И я здесь работаю с 2016 года по этой программе. Отвечая на вторую часть, в чем главное затруднение? Это для любой развивающейся страны, для молодой республики, конечно же, объективные затруднения внутренние. Они прежде всего связаны с обеспечением услугами, снабжением, запчастями, может быть, дефицитом кадровых ресурсов. И все это в комплексе, конечно, порождает ряд объективных затруднений, с которыми и Константин Борисович у нас сталкивался. Для того, чтобы починить любую поломку трактора, нужно ехать достаточно далеко, чтобы привезти какие-то запчасти. Чтобы завести сюда необходимые удобрения, нужно проходить определенные процедуры. Внешние причины, допустим, там бытовые какие-то трудности, по этому проекту не особенно представляется, что они такие острые. Никаких сегодня препятствий для того, чтобы вывозить продукцию сельскохозяйственную из Южной Осетии, их нет. Прошли необходимые анализы, получили в Югосельхознадзоре необходимые документы, пожалуйста, везите в Российскую Федерацию. Да, нужно понимать, что это внешнеэкономическая деятельность, и здесь предприниматели должны вести правильную отчетность, платить соответствующие налоги, не просто в сумках яблоки вытаскивать, это пойдет машина с сопроводительной документацией, с которой нужно будет заплатить, тот же в России, допустим, ввозной НДС, но это стандартные условия, по которым работают все предприниматели и в Южной Осетии, и в любых других странах. Здесь, повторюсь, основные трудности, они внутри сложности снабжения, сложности, может быть, с квалифицированными трудовыми ресурсами, с узкими какими-то. Для этого сада, в частности, агрономы, зарубежные поставщики с сербской стороны участвовали. И кабардинские специалисты помогали в реализации этого проекта Константину Борисовичу. Но он, надо отдать должное, настойчиво и упорно все эти трудности преодолевал, и за это ему огромное спасибо. Я надеюсь, что результатом его труда другие потенциальные инвесторы посмотрят и тоже примут решение, что здесь, несмотря на все трудности, здесь можно заходить и можно делать серьезный бизнес. Конечно, деловой климат, он зависит от многих составляющих и от государственных структур, наверное, даже в какой-то степени в определяющей мере. Допустим, если реализуется такой проект в сельском хозяйстве, очевидно, что Министерство сельского хозяйства должно заботить, чтобы оперативно выдавались разрешения на ввоз удобрений каких-то, оперативно решались вопросы с выделением земли, это опять же государственные органы, да? Чтобы инвестора буквально за руку водили, любого предпринимателя, и помогали ему в решении его проблем, воспринимали его проблемы как свои собственные. Проблем действительно у любых проектов, и у этого в том числе, и их всегда множество. И это просто истина, это всегда так. Должна быть, с одной стороны, мотивированность помогать, оперативность в действии, а предприниматели, с другой стороны, они должны понимать, что когда заходят, допустим, крупные какие-то проекты, чтобы, на мой взгляд, не воспринимать это как какие-то пришлые конкуренты, которые чем-то вредят. Они, наоборот, создают возможность для дополнительного бизнеса. Ему нужны запчасти. Кто-то может на этом деле
свой бизнес построить на снабжении запчастями. Несколько таких проектов появилось, уже могут быть нужны услуги по агрономии, по сельскохозяйственной технике, даже востребованных специалистов. Очевидно, что несколько проектов есть, уже резко растет востребованность и в сельскохозяйственной технике, и услугах в таком роде, потому что, ну, как правило, предпринимателю невыгодно все своими руками делать. И выгодно сосредоточиться на ключевой функции, а все остальное, чтобы ему оказывали какие-то услуги. Но когда этого всего нет, когда есть риски, что сложно завести, долго оформлять, конечно, он вынужден сосредотачиваться на собственных силах, а это на него дополнительный финансовый груз ложится. То есть здесь я бы сказал, что все должны воспринимать любой проект, хоть сад, хоть гостиницу, хоть ресторан, как точку роста, которой нужно помогать и стараться помочь. Безусловно, отдаленность – это транспортное плечо, это дополнительные логистические затраты. Никуда от этого не денешься, это, можно сказать, трудность. Рынок сбыта для крупного, любого другого проекта, как правило, сегодня в Южной Осетии, это Российская Федерация. Значит, здесь предприниматели должны суметь так построить бизнес, чтобы конкурировать с российскими предпринимателями, которые там ведут производственную деятельность, и у которых есть вокруг устойчивые услуги по снабжению, по запчастям, еще почему-то и так далее. Таможенные процедуры все, да, это с одной стороны накладывает дополнительные требования к предпринимателям, но они стандартные и они не ухудшают позицию югостинских предпринимателей. НДС, что российский предприниматель заплатит, что югостинский предприниматель, если мы говорим о ввозе в Россию, тоже там заплатит в равных условиях. Но каких-то сбытовых или запретительных мер, по которым здесь нельзя построить бизнес и вывести, их нет. Единственное, была здесь атипичная чума свиней. Сегодня действует карантин, запрет на ввоз в Россию мясопродуктов из свинины и тому подобное. И тот же самый перерабатывающий завод «Раздон», который столкнулся в ходе уже работы с таким, он был вынужден перестроить свою работу, исключить свинину, чтобы иметь возможность сбыта на Российскую Федерацию. То есть дополнительно ветеринарная вся система, она должна быть отстроена и соответствовать уровню требований Российской Федерации, чтобы туда снабжать. То есть все эти вещи нужно развивать системно, комплексно, одноуровневно. Если мы развили снабжение запчастями, но у нас нету эффективной системы ветеринарии, мы получим чуму свиней и получим запрет. Если мы поставили ветеринарию, но долго согласовываем документы на ввоз каких-то удобрений, то предпринимателю опять тяжело. То есть все эти плоскости, самые разные, многогранная деятельность предпринимательская, они должны быть в поле зрения, так скажу, и должны оперативно решаться. Да, конечно, правительственными органами. С 2015 года в Республике Южная Осетия реализовывалась программа финансирования с помощью ООО «Инвестиционное агентство» российское, которое помогало найти российские финансовые средства, готовые участвовать в финансировании частных инвестиционных проектов на территории Южной Осетии. Условия финансирования достаточно простые, я бы сказал, даже льготные по отношению к Российской Федерации были. Выдавались займы под сроком до 10 лет, под 10% годовых. При этом какого-либо залога от предпринимателей до получения кредита не требовалось. В залог шло все то имущество, которое создавалось на эти самые средства. Но 10% в проект предприниматель должен был вложить собственных средств. Условия достаточно стандартные и легкие, но рассмотрение проектов, требования к предоставляемым документам соответствовали обычным банковским требованиям Российской Федерации. По этой самой программе с 2015 по 2017 год сюда зашло 8 проектов, миллиард рублей инвестиций на эти 8 проектов финансисты согласились выделить. А всего рассмотрели финансисты всяких разных проектов сюда 20 штук.
если не секрет, вот эти 8 проектов, что это за проект? Хотя бы... Это не секрет, я достаточно часто и в прессе озвучиваю. Значит, самый первый проект – это проект Альберта Валеева «Ресторан Винченцо». Я думаю, что вы его знаете в Цхинвале. Второй проект – мясоперерабатывающий завод «Раздон» на въезде. Третий проект, я по времени их как раз, это вот сады Иристона, 50 гектар садов. Четвертый проект – торговый центр «Империал Плюс», синий на проспекте Джоева, который в ближайшее время должен открыться. Пятый проект – это у нас завод по производству бутилированной воды «Натурплант». И шестой проект – это у нас завод «Ирбазальт». Он здесь по соседству сейчас строится. Вот 6 проектов вот Это этих. крупные проекты. Да, эти проекты все крупные. Lastovic u kut verzagal ze konservatik erzeug investertei beneton der rekustgene gadem qawon festival saxadek patsaxa de khusma anakeski nerideken sermagun de kunervnaluy dirgdat da sandat da makhalsert kustma fustardma wat Lastovic khuzan zervatitchete ertaxtste noje der nasoyjin qaznik zaxatem kustu aday magan sardkhus anastir fdabu nitseveye فدابون يترسن نقوي فلا أرخين قوي تصالم ما آداي ما جدازين تتوغز مالواد ما